بسم الله الرحمن الرحيم. Как известно, некоторые животные обладают способностями, которыми не обладают люди. Они могут видеть или слышать то, что не в силах воспринимать человеческие органы слуха и зрения. Как об этом свидетельствуют достоверные хадисы пророка, мир ему. Некоторые животные могут видеть и джиннов. Кроме того, животные видят и ангелов. От Абу Хурайры, да будет доволен им Всевышний, передается, что Мухаммад, мир ему, сказал, услышав крик петуха: «Обратитесь к Всевышнему Аллаху о милости его, ибо поистине петух увидел ангела». Когда же услышите рев осла, то обращайтесь к Аллаху за защитой от шайтана, ибо поистине осел увидел шайтана. Хадис передали Бухари и Муслим. Исходя из этого, можно сказать, что человек может узнать о присутствии шайтанов, когда он услышит рев осла. Следовательно, он может быстро произнести истиазу и защититься от вреда шайтана. Точно так же человек благодаря крику петуха может узнать и о присутствии ангела. Подобное передается также о собаке. От Джабира ибн Абдуллаха, да будет доволен им Всевышний, передается, что посланник Аллаха, мир ему, сказал: «Если ночью вы услышите лай собак и рев осла, то прибегайте к защите Аллаха от шайтана, ибо поистине они видят то, чего не видите вы, и старайтесь в это время выходить поменьше, ибо поистине великий и всемогущий Господь ночью рассеивает по земле те из своих творений, которые пожелает. Так закрывайте же двери, поминая над ними имя Аллаха, ибо поистине шайтан не открывает дверь, закрытую именем Аллаха. Прикрывайте кувшины, завязывайте бурдюки и переворачивайте сосуды». Этот хадис дошел до нас от Абу Дауда и Мухаммада ибн Хибана. Нет ничего удивительного в том, что животные способны видеть то, что не видят люди, ибо ученые установили, что некоторые представители животного мира могут видеть и слышать то, что не видят и не слышат люди. Например, пчелы могут видеть ультрафиолетовые лучи. Также они могут видеть солнце в облачную погоду. Сова может видеть мышь в темную ночь, и летучая мышь слышит ультразвуки, благодаря которым она ориентируется в пространстве.